В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. У нас программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. И вместе со мной в студии «Персонально ваш» обозреватель издания «Правда ПФО» Андрей Иванов. Приветствую тебя, Андрей. Здравствуй, Руслан. Наша программа транслируется в прямом эфире не только в FM-диапазоне, но и в виде прямой трансляции в Фейсбуке и на Ютубе. Присоединяйтесь к ним, ставьте лайки, участвуйте в дискуссии, а также присылайте свои вопросы нашему гостю с помощью номера для СМС-сообщений и сообщений в Телеграме +7 927 304 10 51. При этом не забывайте подписываться, и мы обязательно ваши вопросы озвучим. Андрей, почти год, да, летом будет год, как ты приехал к нам в республику, начал заниматься журналистикой, в том числе и здесь. Ну, возможно, не все об этом знают, радиослушатели, вот заодно сообщаю. За это время у нас много чего произошло, сменилось руководство и региона, и города Уфы. Я вот вспоминаю, да, тональность твоих публикаций на портале «Правда ПФО». Поначалу казалось, что ты воспринял отставку Хамитова и особенно приезд Хабирова в регион в целом позитивно. А потом вот что-то резко изменилось. Тон сменился такой, мягко говоря, критический, а может быть даже больше. Почему? Я бы не сказал, что это произошло резко, но мне кажется, в отношении нашего издания характерно то, что характерно отношение, наверное, всей республики. Вот безумно мною уважаемый футбольный тренер Юрий Павлович Семин, когда его как-то назначили тренировать «Локомотив» при президенте Ольге Смородской, про которую говорили, что она там мало что понимает в футболе. И потом, когда он ушел в конце года, сказали, что у вас, говорит, наверное, был конфликт с Ольгой Смородской. Он сказал, это не у меня конфликт с Ольгой Смородской, это у Ольги Смородской конфликт с футболом. Вот я бы сказал, что это не у нас изменилось, это не у нас там какой-то конфликт там, с Радием Хабировым. На мой взгляд, у Радия Хабирова в последние, наверное, месяц-два появились, скажем так, проблемы с восприятием реальности. На самом деле, как я вижу, приход Радия Фаридовича очень многие в республике восприняли с воодушевлением. И очень много первых его шагов было правильных. Вот. И на самом деле даже сейчас всерьез говорить, что у Радия Фаридовича могут быть какие-то проблемы с переизбранием, на мой взгляд, некорректно. То есть у него действительно очень высокий уровень доверия. Мне кажется, что вся республика очень сильно надеется на то, что он действительно сможет сделать ее лучше. То есть, уточню, слова Ростислава Мурзагулова о том, что его рейтинг подпирает потолок, они скорее правда? Я думаю, что да. Другой вопрос, что сам Хабиров в последние, может быть, пару месяцев стал допускать какие-то совершенно детские просчеты и стал совершенно очевидно нервничать. И вот можно сказать, что я не являюсь электоратом Радия Фаридовича, потому что я не буду ходить на избирательный участок здесь, да, но, может быть, немножко со стороны, вот хочется, может, через эфир там обратиться: Радий Фаридович, прекратите нервничать. Башкортостан за вас. Чего вы разнервничались в последние пару месяцев? Почему вы живой человек? Почему бы может быть, кто-то палки в колеса вставляет? Почему нет? Я допускаю, что мы, может быть, чего-то не знаем. Может быть, есть какой-то действительно повод у него нервничать, но мне кажется, что этого повода нет. Что перед ним действительно стоит очень серьезная задача, но он действительно человек, который в состоянии ее решить. Который, по крайней мере, воспринимается как человек, который в состоянии ее решить. Но вместо этого он начинает путаться в цифрах, приводить какие-то там недостоверные данные, в том числе на федеральном уровне, вот как вот недавно на коллегии Минэнерго он просто взял данные за 2 месяца развития промышленности и выдал их за данные за 3 месяца. Но это просто детская ошибка. Достаточно, в общем-то... Но ведь человек сам эти цифры не готовит. Кто-то из помощников подготовил, в общем, и наверняка выводы будут сделаны, нет? Факт в том, что выводы не сделаны до сих пор. И еще одна вещь — это крайне нервная, как мне кажется, реакция Радия Хабирова и его команды. Даже не на критику, даже не на информационную войну. Понимаете, информационная война против Хабирова еще даже не начиналась. То есть это совершенно нормальная обратная связь журналистского сообщества, общественников. И я помню, что при всех недостатках предыдущего главы он не делал попытки бороться с высказывающими
с высказывающими какую-то альтернативную точку зрения. Сейчас мы видим от Ради Фаридовича какие-то чрезмерно резкие высказывания в отношении людей и чрезмерно резкие действия в отношении некоторых людей, которые, как мне кажется, ему просто не по статусу обращать внимание даже на мнение, на действия этих людей. И вот его нервная реакция и реакция некоторых членов его команды на какие-то вещи, она выдает в первую очередь, как мне кажется, свою неуверенность и повышает рейтинг тех, кто критикует Ради Фаридовича. Вот в качестве примера я могу сказать, что Ради Фаридович сделал огромную рекламу нам и нашему изданию, когда там забанил меня в Фейсбуке. У нас и посещаемость, и все остальные показатели полетели буквально вертикально вверх после того, как Ради Фаридович сделал нам вот такую рекламу. С тех пор, кстати, держатся эти рейтинги? Да. То есть мы продолжаем расти. Вот по поводу того, что нервно реагирует. Да, ну реагирует человек, да, ну, значит, какие-то высказывания отдельно взятых людей как бы ему не нравятся. Но это же идет в рамках дискуссии, каких-то конкретных действий, я не знаю, там, по блокировке СМИ, например, да, нет. То есть, в принципе, мы продолжали работать, как работаем. Люди, приходя на ту же площадку «Эхо Москвы» в Уфе, могут критиковать его спокойно. Ну, разве можно за это как-то политика, в общем, ругать? Я бы не сказал, что я его ругаю. Может быть, я просто выражаю недоумение тем, что человек с таким огромным кредитом доверия и человек, у команды которого такой огромный кредит доверия, ну, вот так странно и нервно себя ведет. Вот в качестве как бы примера положительного, да, я могу сказать, как ведут себя по-настоящему уверенные в себе люди. Вот я вижу, как себя ведут гости из Татарстана, когда посещают Башкортостан. Я вот сейчас, может быть, немножечко некорректно по отношению к жителям Башкортостана скажу, да, но вот во многом благодаря Радио Хабирову, вот его слогану «Без Ехшарак Булдарабыз», да, весь Башкортостан живет таким немножечко вот подзуживанием соседей татар на тему, что вот мы вас догоним, трепещите, мы уже... Вот. И как относятся к этому жители Татарстана? Они говорят, конечно, догоните. Вы же наши мишки замечательные. Ну, вспомните, как вот господин Миниханов приезжал, как он был типа... Вот как его всячески подзуживали, что вот мы вас догоним, перегоним и так далее. Да? Он сказал, братья, замечательные вы наши, вот вам портрет Акмулы, давайте жить в дружбе, в мире и так далее. Или там еще один пример, когда был Digital Курултай, и в нем принимал участие интернет-деятель из Татарстана, сейчас не вспомню его фамилию, ну, очень интересная была презентация про текущие какие-то вещи, связанные с интернетом. Значит, в президиуме сидели люди, в том числе из команды Хабирова, да, вот, и когда он завершил эту презентацию, то первое, что ему сказали, ну, презентация хорошая, а теперь давайте вот громко в микрофон скажите «Салават Юлаев чемпион». Ребят, ну что за детский сад? Да? Ну, честное слово, это просто... И он сказал, ну хорошо, Салават Юлаев чемпион. То есть вот люди по-настоящему уверенные в себе, они не банят неугодных, они не употребляют там словосочетания типа там гриппозные носы, там что вы на меня давите и так далее. Они спокойно продолжают, дальше я скажу слово, дожимать. Вот если они решили, то они это делают. Они это делают спокойно и уверенно в себе. И вот... Последние вещи, которые я вижу, они выдают неуверенность. Я с большим удивлением наблюдаю это, но это диагноз совершенно четкий. Это неуверенность в себе, которая, я даже не понимаю, из-за чего она вдруг. То есть спрашивать, почему, на твой взгляд, нет смысла, да? То есть какие-то предположения могут быть, я не знаю, гипотезы? Ну, мне кажется, что с точки зрения электоральных перспектив у Ради Хабирова точно все хорошо. С точки зрения того, чтобы догнать Татарстан, ну, этим действительно живет республика. Я вот, как человек, который с прошлого лета здесь живет, я вот могу сказать, что мне действительно больно и обидно за Башкортостан по сравнению с Татарстаном. В последние несколько лет я работал в регионе, который при всем своем желании ни Башкортостан, ни Татарстан догнать не может, у него нет таких ресурсов. Но, познакомившись с этим регионом, я вижу, что здесь
круче природа, чем в Татарстане. Здесь круче нефтянка, чем в Татарстане. Здесь мощнее экономика. Ну почему, когда я еду через Татарстан, я вижу совершенно другой уровень развития инфраструктуры всего, и я не вижу этого здесь. И сейчас наконец-то появился человек, который может это сделать. Вся республика хочет, чтобы он это сделал. Вместо этого этот человек наезжает на каких-то отдельных голодающих, действительно голодающих дольщиков, устами своих помощников наезжает, значит, на обычных журналистов, которые делают просто свою работу. То есть вот зачем это, почему это происходит, от него ведь не этого ждут. От него ведь ждут, чтобы он действительно начал делать так, чтобы Башкортостан занимал место на карте, которого он достоин. Но ведь впереди выборы, и, возможно, есть какие-то дополнительные сценарии, о которых мы ничего не знаем. То есть, может быть, есть какой-то человек, который появится на горизонте, ставленник администрации президента России, еще один, нет? Ставленник администрации президента России — это Ради Фаридович Хабиров. В этом нет никаких сомнений. И я не вижу ни малейших предпосылок к тому, чтобы это был кто-то другой, но реакция Ради Хабирова на абсолютно маргинальных деятелей, которые периодически появляются здесь, она только увеличивает рейтинг этих деятелей. То есть зачем это делать, я не знаю. Я так полагаю, речь идет в том числе о политологе Никите Исаеве, например, который в Сибай приезжал, да? Вот тоже была острая реакция. С чем она? Да, и я тоже совершенно не понимаю, почему. Угу. Потому что он совершенно ничем не грозил Радио Хабирова. А справедливо ли Хабирова критикует вообще за историю вокруг Сибая? Вот, например, была встреча с населением местным, да, с участием руководства УГМК. Встреча была довольно нервной, напряженной, в общем, но ему удавалось держать людей, да, как бы в таком, скажем, культурном, да, поле, и встреча прошла в итоге успешно. Ну, то есть было видно, что ему непросто, да, но он этим делом занимается, насколько это возможно. И, опять же, если вспомнить мнение некоторых политологов, на сегодняшний день вес главы региона — это несравнимо с весом олигархии, условно, да, собственностью которой является тот же УГМК и Карьер. То есть, имея вот эти входящие, да, вещи, получается, Хабиров себя хорошо проявил на этой истории? Понимаете, я считаю очень правильным слова, что если ты не был в Сибае, то не комментируй. Я, к сожалению, не доехал до Сибая, поэтому позвольте мне не комментировать этот вопрос. Я не считаю себя компетентным в этом вопросе. Вот я доеду до Сибая, я подышу тамошним воздухом, я там, не знаю, поговорю с тамошними людьми, надеюсь, меня обсыпать мукой не будут. Вот тогда у меня будут какие-то... Сейчас у меня просто нет своего мнения, потому что я общался с людьми, которые там были. Кто-то говорит, что там плохо пахнет воздух, кто-то говорит, что там хорошо пахнет воздух. Надо побывать самому. Если отстраниться от вопроса того, как пахнет там воздух, все-таки есть конкретная история. Тот же Исаев приехал, да, и этот приезд вызвал у того же Ростислава Мурзаголова примерно такую же резкую реакцию, как и вопрос о твоем бане в соцсетях, да, вот если вспомнить наши эфиры здесь. Почему вот эти два вопроса, эти две темы, они оказались вот рядом, да, по реакции, по эмоциональности реакции на эти вещи? Я бы не понимаете, один человек, который слушал эфир, о котором вы говорите, вот после вопроса, который был связан со мной, прислал мне сообщение: вы его реально бесите. Было в этом сообщении. Тогда я подумал, что, ну, может быть, действительно, как бы, ну, вот, что-то со мной не так, да, там, или там с Исаевым. Но, понимаете, но эти вещи, они ведь возникают в отношении все новых и новых людей. И в данном случае уже некорректно говорить о том, что с конкретными людьми что-то не так. Нет, что-то не так с теми людьми, которые совершенно, на мой взгляд, неадекватно резко реагируют на вещи, на которые они могут не реагировать вообще. Но опять же, все-таки справедливости ради надо сказать, что кого-то банят, да, и называют чуть ли не троллями, да, а с кем-то работают. Ведь критикуют-то все-таки правительство наше, руководство нынешнего региона, не только на страницах «Правды ПФО», а вот кому-то реакция особо жесткая. Все-таки пытаюсь найти какую-то истину. В чем может быть причина? Ну, ты немножко вынуждаешь меня как бы заниматься, может быть, там саморекламой. Скажем так, мне кажется, что у нашего издания достаточно сильные экономические компетенции. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что в команде Хабирова, я это говорил еще в прошлый раз, когда был здесь в эфире в редколлегии у Лены Черковой, я говорил, что мне кажется, что в команде Хабирова есть проблемы с экономическими компетенциями.
И вот, ну, может быть, просто когда мы критикуем, мы попадаем по больному. Вот, потому что мы, как правило, критикуем за чисто экономические просчеты. То есть, когда Ради Хабиров съездил в Сочи, привозят оттуда якобы инвестпакет там на сколько-то миллиардов, соглашение с теми, а дальше мы берем и препарируем эти соглашения и выясняем, что ни один из этих инвесторов не является инвестором, которого привел Ради Хабиров. Все эти инвесторы — это инвесторы, которые и раньше работали в республику. Заявлялись, по меньшей мере, раньше. Да, которые заявлялись, по крайней мере, и раньше. И мне кажется, что раздраженную реакцию вызывает именно вот то, что, ну, извини, будет нескромно сказать, то, что, ну, мы, видимо, за дело критикуем, потому что они-то сами тоже понимают, что никакие это не новые инвесторы. А сейчас они сами понимают, что они выдали там данные за 2 месяца, по промышленности, за данные за 3 месяца, и с этим ничего не сделаешь. И в голове не укладывается, а зачем вот так поступать? То есть в надежде на что? Кто, получается, подставляет своего босса? Ну, неужели он сам осознанно вот ведется на эти вещи? Ну, понимаете, раздраженная нервная реакция, она наблюдается у очень многих членов команды Радия Хабирова. И я бы не сказал, что это вот кто-то плохой, а там царь хороший. Нет, это общее какое-то до странности нервное состояние у людей. Мне кажется, у них нет поводов нервничать, им надо работать. Вот ты упомянул в начале, да, недостоверные цифры по росту экономики за первый квартал, которые озвучены были во время доклада перед Курултаем буквально. Да. Точно? То есть так и есть? Может быть, какие-то внутренние есть, я не знаю, рассылки Башкортостанстата, цифры, которые на сайте еще не опубликованы, а, например, являются доступными для правительства? 5 числа этих цифр нет. Я просто достаточно давно работаю и как, ну, по обе стороны прилавка. Я работал и на предприятиях, ну, то есть был GR-менеджером, который поставляет данные. Это технически невозможно. 5 числа данные не озвучиваются. И уж тем более 5 числа не могут быть озвучены данные Росстата по развитию экономики по развитию промышленности всей России за 3 месяца. Это в принципе невозможно. Кроме того, данные, которые привел Ради Хабиров, с точностью совпадают с данными, которые озвучил Башкортостанстат по итогам 2 месяцев и которые озвучил Росстат по итогам 2 месяцев. Данные по итогам 3 будут известны в районе 12-13 апреля по Башкортостану и в районе 19 апреля по России. То есть это практика, сложившаяся много лет? Да, да. Угу. А также на «Правде ПФО» был материал про поливальные машины, да, и ты там критикуешь Хабирова за то, что якобы он лоббирует интересы завода Бетсема, да, по-моему, он называется, из Красногорска, который выпускает вот эту вот технику коммунальную. Что у нас вроде как Ульфат Мустафин хотел где-то в другом месте купить другую технику, а вот ему, значит, намекают, мягко говоря, да, чтобы он приобрел ее там. Я посмотрел, погуглил, так сказать, смотрю, крупнейшее, одно из старейших предприятий в России, у которого закупают технику многие города, в том числе в Москве. А почему нет? То есть, может быть, все-таки нет связи того, что Хабиров работал в Красногорске и того, что там это предприятие находится, а просто там техника современная? Я же не утверждал, что там Хабиров лоббирует, да, но, скажем так, жалоба была из Красногорска, ну, не заметить эту вещь, ну, на мой взгляд, просто нельзя. Кстати, жалоба признана необоснованной, и Мустафин все-таки закупает технику у Курган-Дурмаша, он подписал сегодня 2 договора. Он закупает технику у Курган-Дурмаша как раз у той компании, под которую, по мнению Бетсема, был прописан изначально конкурс. О чем это может говорить? Почему не удалось Бетсеме добиться своего? Я не видел мотивировочную часть решения УФАС, поэтому пока не могу комментировать. А по поводу все-таки потребительских свойств этой техники, у тебя есть данные все-таки, какая из них круче? Может быть, действительно, мы закупали многие годы в Кургане, и вот поэтому у нас город грязный, а теперь решили закупить передовое оборудование. Ну, я же не говорю, что красногорская техника плохая. Я просто говорю, что невозможно это не заметить. Когда мэрия делает конкурс, про который говорят, что он прописан под конкретного поставщика, и мы видим, что именно этот поставщик единственный заявляется и побеждает на этом конкурсе, а жалобу подает компания из Красногорска. Ну, камон, мы журналисты, мы не можем не увидеть иронии во всем этом, что происходит.
Ну что ж, я напоминаю, что в эфире программа «Персонально ваш». В гостях нашей студии обозреватель издания «Правда ПФО» Андрей Иванов. Номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 1051. Вернемся в студию после новостей. В столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Следственный комитет просит освободить из СИЗО основателя инвестиционного фонда «Беринг Восток» Майкла Калви и перевести его под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда. Ходатайство будет рассмотрено завтра. Майкла Калви и еще 5 человек обвиняют в хищении у Банка Восточный 2,5 миллиардов рублей. Калви свою вину отрицает. Он называет причиной преследования корпоративный конфликт внутри банка. Следственный комитет также просит перевести под домашний арест бывшего председателя правления Банка Восточный Алексея Кордичева. Пользователи Сбербанк Онлайн пожаловались на сбой в работе приложения. По данным портала Down Detector, который отслеживает работу интернет-ресурса, наибольшее число претензий отмечено в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Перми и некоторых других городах. В своем твиттере Сбербанк принес клиентам извинения за неудобства и рекомендовал воспользоваться приложением после 13 часов. Предыдущий сбой в работе Сбербанк Онлайн произошел 8 апреля. Клиенты не смогли провести платежи и переводы через приложения и банкоматы. Операции были ограничены с утра и примерно до 5 часов вечера. Причины сбоя банк комментировать не стал. Следствие заблокировало банковские счета бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве. В суде следователь заявил, что перед арестом одного из счетов Абызов пытался вывести с него деньги, но правоохранительные органы этому помешали. Сумма арестованных средств следствие не уточняет. Михаил Абызов был арестован 27 марта. До перехода на госслужбу он занимался бизнесом. В прошлом году издание Forbes оценило его состояние в $600 миллионов. Украина расширила торговые санкции в отношении России. В перечень товаров, импорт которых запрещен, вошли в том числе формалин, пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для железнодорожной автоматики, а также различная стеклотара. Как отметили в украинском правительстве, импорт стеклянных емкостей для пищевых продуктов и напитков в прошлом году превысил $8 миллионов. Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Он должен вступить в силу с 1 октября. Согласительная комиссия установила переходный период, который позволит предпринимателям привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями, сообщает ТАСС. Я напомню, что закон был принят Госдумой 6 марта, и тогда предполагалось, что он начнет действовать через 10 дней после подписания президентом. Однако 13 марта Совет Федерации отклонил закон, чтобы доработать его, изменить срок введения в действие до 1 января 2020 года. После этого сенаторы и депутаты создали согласительную комиссию. Этой ночью в Москве до 5 градусов тепла, завтра днем 10-12 градусов и небольшой дождь. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы. 16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. В конце недели днем на Эхе Москвы в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на Эхе Москвы в Уфе. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Персонально ваш.
Продолжаем программу «Персонально важно» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. В студии у микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной обозреватель издания «Правда» ПФО Андрей Иванов. И номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграме +7 927 304 10 51. При этом не забывайте, пожалуйста, подписываться. Тема турникетов еще такой большой лавиной, да, прошла по информационному пространству нашей республики, нашего города. Соцсети в результате оказались сильнее, да, чем мнение высокопоставленных чиновников из правительства нашего региона. Как тебе эта история? Ну, честно говоря, она ложится вот в канву того, о чем я говорил до этого. Мне кажется, ну, на эту тему уже писали профессиональные СМИ, и там коллеги из МК-сеть, «Коммерсанта», про Уфу мы писали где-то месяц назад. Я добавлю, что эксперты в нашей студии, связанные с градостроительной политикой, бывшие чиновники даже говорили, что, в общем, это плохо, озвучивали свои мысли, но это никак не... И абсолютно ноль реакции. И тут вдруг, значит, неделю назад звездам уфимского Фейсбука в течение там буквально 2 суток приспичило рассказать про то, какая плохая вещь турникеты. Вот. И внезапно Ради Хабиров подчинился их мнению. Ну, учитывая, что у меня есть представление о том, каким образом были высказаны эти мнения, мне кажется, что это достаточно странная попытка манипулировать главой в Рио, руководителем региона, которая, как ни странно, увенчалась успехом. И вот мне кажется, это, ну, немножко, скажем так, показателем слабости, когда Ради Хабиров подчиняется соцсетям. Одно дело, когда Ради Хабиров через своих людей управляет уфимским Фейсбуком. Совершенно другое дело, когда уфимский Фейсбук начинает управлять Радием Хабировым. А не может ли это быть такой сложной многоходовой комбинацией? Да? Сначала эту проблему создать, а потом ее решить. И в этом поучаствуют все те люди, которые так или иначе, ну, я не скажу управляемы, да, но с ними можно, скажем, установить связь. Для того, чтобы поработать над повышением рейтинга, который так высокий вроде бы, но почему бы и нет? Имеет, наверное, право на жизнь и такая версия. Я придерживаюсь другой. Ну вот мы упомянули коротко, хотелось бы более подробно продавливание закона о штрафах за парковку на газонах. Да? Вот Ради Хабиров высказался в таком духе, что депутаты, вы что там делаете, давайте-ка принимайте закон. И дальше дискуссия также в соцсетях разгорелась. Дарья Кучеренко, наша коллега, написала, что ну как же так, а как же вот хотя бы, видимо, сделать того, что у нас демократия и разделение властей. Ну и, в общем, аргументация той стороны была в том, что, в общем, он не давал распоряжения непосредственно депутатам, а работал с депутатами своей партии, да, которую он представляет, с депутатами «Единой России», то бишь. Вот здесь, на твой взгляд, эта история имеет отношение ко всему тому, что ты говоришь? Или это да, конечно, вещь? Именно она и имеет отношение. Совершенно неприкрытое передергивание слов оппонента, приписывание даже не оппонента. Я не считаю, что Даша в этом посте выступила оппонентом. Она выполнила, может быть, она высказала свою гражданскую позицию. Опять-таки, это вот все эти истории, да, вокруг, вот видите, я уже тоже слово «история» начинаю упоминать, все эти истории, они ведь из серии, на самом деле, помочь Радию Хабирову. Почему он так реагирует-то на них, я понять не могу, потому что вот в ответ на то, что, Ради Фаридович, пожалуйста, можно вот так вот при всех не давать указания законодательной власти. И в ответ на это, когда идет передергивание слов по поводу того, что журналистка якобы высказалась за то, чтобы люди парковались на газонах. Она не высказывалась за то, чтобы люди парковались на газонах. Ее пост был совершенно про другое. Вот. Если говорить про парковку на газонах, то вот я могу как бы про себя, да, рассказать. Я езжу на машине, у меня нет гаража в Уфе, и да, я столкнулся с тем, что действительно сложно ставить машину, и на самом деле я вот впечатлился еще, по-моему, даже прошлой осенью, да, что здесь действительно работают знаки, что здесь, если ты оставишь машину под знаком «Остановка запрещена», тебе просто прилетит штраф. Угу. Меня очень быстро воспитали, буквально за месяц. Я не ставлю никогда машину. Я могу сколько угодно говорить, что я сознательный гражданин, что я понимаю, что это нужно, что я понимаю и так далее. Но когда меня пару раз очень больно щелкнули по кошельку, это был самый сильный аргумент. И щелкали очень больно. То есть сами по себе штрафы за парковку на газонах
Это правильно? Да, глобально это правильно. Причем я это говорю как автомобилист, пострадавший от штрафов. Правда, не на газоне. На газон я никогда не ставил машину, но приходилось нарушать иногда. Который пострадал от штрафов за остановку в неположенном месте. Уфа, огромный, большой, красивый мегаполис, быстренько научила меня быть законопослушным. Те, кто оправдывают позицию Хабирова в этом вопросе, говорят, и вполне справедливо, что вопрос назрел давно, и надо его решать. Да? То есть прямо вот здесь и сейчас вводить эти штрафы, чтобы люди перестали вести себя, мягко говоря, некрасиво. Вот почему бы и нет, да? Аргумент же ускорить принятие процесса. Да, ну, другой вопрос, опять-таки, насколько необходимо это делать перед выборами, потому что очень многие люди, когда им начнут сейчас приходить вот эти вот штрафы, они же прекрасно знают, что эти штрафы будут лично от Хабирова. Вот как это повлияет там на... Ну так вот это же о чем говорит. Человек не боится, абсолютно уверен в себе. То есть мы сейчас приходим к тому, что как раз-таки уверенности у него хоть отбавляй. В этом плане да. Вот, то есть с точки зрения... В электоральном плане это немножечко сомнительный шаг, но в целом, глобально, этот шаг, конечно, правильный, хотя и болезненный. У нас, вот ты сам обратил внимание, да, что в целом аудитория, публика, жители и, в частности, политологи в целом встретили очень благожелательно на начало работы Радия Хабирова на должности в Рио главы региона. Вот на сегодняшний день, в принципе, он сохраняется, вот в большей части, да, то есть, если говорить о политологах, даже тех, вот, которые приходят к нам в эфир, таких критически настроенных, вот как ты, да, немного, могу сказать. Может быть, это и правильно, ведь мало времени прошло, может быть, все-таки не стоит пока указывать на какие-то вот эти ошибки нелепые, может быть, все выправится, нет? Указывать на ошибки стоит всегда, это, мне кажется, нормально. Вот. Опять-таки, если кто-то указывает на ошибки, это не значит, что он совершенно там, вот, четко собирается там, выступать там, оппонентом. То есть не надо людей, которые хотят тебе помочь, превращать в своих оппонентов и в перспективе в своих врагов. На самом деле сейчас такая ситуация, я готов это признать, да, когда все правильные слова уже сказаны, ну, имеется в виду вот с октября, а реальных результатов быть еще не может в принципе. Потому что рано. Потому что рано. Вот думая, в чем там, почему вот такое нервное поведение, ну, может быть, вот только вот это, что они понимают, что сейчас, в принципе, время слов прошло, а время дел еще, а время результатов еще не наступило. Вот. И вот тут как бы непонятно, что как будет. То есть я готов поверить, что действительно ведутся переговоры с действительно очень крутыми инвесторами, которые, значит, сюда зайдут, и здесь будет очень много инвестиций, да. И я прекрасно знаю, как долго должны вестись эти переговоры, чтобы были результаты. Я готов допустить, что они есть, но некоторые вещи меня здесь опять-таки изумляют. Ну, то есть я, например, видел, как тот же самый там Востокнефтезавод «Монтаж» обращался к Сидякину, не получил от него достойной реакции, и через несколько дней мы узнали, что он сменил налоговую прописку на Санкт-Петербург. Это все происходило на моих глазах. На наших глазах произошло назначение господина Сарваева в корпорацию развития. Ну, камон, мне кажется, вот этот шаг, вот он показывает, я буду рад оказаться неправ, действительно, но вот сейчас, мне кажется, этот шаг показывает, какое на самом деле малое значение Радий Хабиров придает инвестициям. Потому что если ты хочешь нейтрализовать своего возможного соперника, хотя, опять-таки, камон, ну какой он соперник? Ну, предположим, если с ним справился даже Хамитов в свое время, да? Если ты хочешь нейтрализовать там соперника, ну, я экономист, поэтому я прошу прощения, сейчас там обижу, ну, назначь его там в институт, не знаю, развития родных языков, ну, куда-нибудь вот так вот, да? Но назначать его на ключевую должность организации, которая должна привлекать инвестиции, ты этим просто, мне кажется, принижаешь статус этого учреждения и
вопрос привлечения инвестиций как таковой. Почему? Ведь Сарбаев работал премьер-министром, у него связи, наверное, много, да, и то есть он, возможно, у него какие-то есть уже договоренности и конкретные планы. То есть KPI ему выставили, да, вот до осени там привлечь столько-то инвестиций или конкретные договора заключить. Разве такого быть не может? Я, честно говоря, вот мне кажется, что один и тот же человек сначала переиначил фамилию Сарбаева с упоминанием там слова «желтый», а потом тот же самый человек говорит, что этот человек доказал свою эффективность. И мне кажется, что этот человек более искренен в первом случае, чем во втором. Но между тем, этот же человек говорит о важности консолидации элит. Все-таки, может быть, проходит время, пересматриваются некие обиды, да, забываются, и в конце концов люди объединяются. Разве это нужно исключать? Классно, что люди объединяются. Но мне кажется, что вот эта должность, она господину Сарбаеву в его нынешней ситуации, мне кажется, она для него слишком велика. Вот. Мне кажется, что она ему не подходит, я буду рад ошибиться. Ну, загадывать, наверное, на время после выборов еще рано, да? То есть я хотел спросить, а останется ли Сарбаев при должности после сентября? Не знаю. Ну и также в своих материалах ты видишь, точнее, скажем так, предполагаешь взаимосвязь между приходом Хабирова на Уфу-арену, на стадион «Нефтяник» и проигрышами команды. Я так полагаю, все-таки это шутка, да, или серьезно? Слушайте, это невозможно не заметить. Действительно, каждый раз, когда он приходит на стадион или на Уфу-арену, Салават Юлаев проигрывает, и Уфа тоже проигрывает. Вот. Я могу сказать, когда Салават Юлаев 100% выигрывает. Это когда ты посещаешь. Да. Не, ну и все-таки, да, если серьезно. Но Салават Юлаев выступил очень достойно и дошел до финала конференции и чуть было не выиграл. Да, конечно, я просто восхищен действиями хоккеистов. Я не досмотрел матч вживую, значит, я досматривал его по телевизору, и нельзя в этой студии воспроизводить слова, которые я сказал, когда была пропущена вот эта шайба, и я еще, наверное, там час пил, опять-таки, не буду говорить, что я пил, вот пытаясь просто успокоиться, я очень сильно переживал, и принял это вот, действительно неудачу Салавата Юлаева близко к сердцу. Вот. Я, конечно, всерьез не говорю, что... Понимаете, я под болельщик Формулы-1, у меня даже футболка с одной из гонок Формулы-1. Есть такая знаменитая команда Феррари, и у нее был президент Лука Ди Монтеземоло. И каждый раз, когда он приезжал на гонки, никогда Феррари не выигрывала. То есть никто не говорил, что он каким-то образом плохо на нее влияет, и никто не говорил, что он плохой президент. Но в конце концов, говорят, там вся команда просила его: уважаемый Лука Батькович, пожалуйста, не приезжайте больше на гонки, реально нам не везет в вашем присутствии. Вот. И Лука Ди Монтеземоло стал оставаться у себя в Фьорано. Это не говорит о том, что он плохой президент. Но я, скажем так, просто беззлобно, можно сказать, там, пошутил, что, действительно, каждый раз, когда Ради Фаритович приходит на Уфу-арену, почему-то Салават Юлаев проигрывает. Понятно. Значит, у нас еще вопросы от радиослушателей есть. Дмитрий пишет, тут скорее реплика даже: если Хабиров не устраивает, то не стоит за него голосовать. Он же в целом действует по указанию Москвы. Тут, наверное, согласен, не согласен. Не знаю. По поводу указания Москвы вот здесь вот как-то можешь прокомментировать? Я думаю, что у Ради Фаритовича очень серьезная поддержка в Москве. Для меня это совершенно очевидно. Очень тупо выставлять себя сначала таким Д'Артаньяном, это вот критика от нашего радиослушателя, но не произносить фамилию Мурзагулов. Боитесь, что ли? Хорошо, я произнесу фамилию Мурзагулов. Еще у нас есть несколько минут, плюс 7 927 304 1051. Вы можете присылать вопросы нашему гостю. Вот мы тему выборов немного затронули. Хотел бы еще все-таки, чтобы мы вспомнили арест общественного деятеля, политика Айрата Дильмухаметова. У нас был человек в общественном поле, который, в общем, открыто заявлял о том, что планирует идти на эти выборы. У него некая платформа была, неоднократно озвученная в наших эфирах. И вот он
его арестовывают, да, по материалу, который вышел еще год назад. Вот на твой взгляд, здесь все-таки это федеральная вещь, да, или это все-таки к республике имеет отношение история с арестом? Прошу прощения, нет мнения на этот счет, я просто некомпетентен в этом вопросе. То есть не следил за этой историей? Ну, я ее знаю, но я не считаю себя вправе высказывать какие-то комментарии по этому поводу. Совет по правам человека, который приехал большой делегацией в республику и провел здесь большое количество мероприятий, это на руку руководству региона или это был такой немножко неприятный и неожиданный сюрприз, который, возможно, вскрыл какие-то слабые места? Нет, мне кажется, это вот как раз, мне кажется, было сделано все хорошо, чтобы показать, что вот у нас даже Совет по правам человека был, и вот он вот прошел хорошо, и как бы все похвалили. Ну, то есть в минус этот приезд Хабирова не сыграл, мне кажется. А вот если сравнить с регионами, да, где у тебя есть опыт работы, там что-то подобное бывало? СПЧ приезжал в таком составе? В таком составе я впервые вижу, чтобы в таком представительном составе. Ну, это нормально все-таки, это соответствует статусу Башкортостана. Вот говорил сегодня много про инвестиции, да, что их фактически у нас нет. Опять же, если сравнивать даже не с Татарстаном, с ним, в общем-то, нам все понятно, да, а если сравнивать с Чувашией, вот там как с этим обстоит? То есть мы на сегодняшний день отстали и от них тоже, или у нас все-таки есть? Не знаю, ну, нет, конечно, в Чувашии инвестиции там 50 миллиардов, в Башкортостане, я могу ошибаться, по-моему, 250 или 350. Нет, это абсолютно несравнимые вещи. Не в рублях, наверное, а в каких-то относительных показателях хотелось бы сравнить. Нет, в темпах. В принципе, Башкортостан нужно сравнивать только с Татарстаном. С Татарстаном, с Челябинской областью, с Пермским краем, с Екатеринбургом. Но нет, это... Чувашию нужно сравнивать с Мордовией, с Мариэл. Любые вещи, где... Можно сравнивать башкирский и чувашский язык, можно сравнивать башкирскую и чувашскую музыку, но экономический потенциал, он не должен вообще стоять в одном предложении, ну и это объективно. Кстати, планируют ли эти республики праздновать свое столетие? И почему, на твой взгляд, наше столетие прошло довольно-таки скромно? Да, если говорить про Чувашию, то Чувашия планирует праздновать в следующем году столетие республики. У меня нет ответа, почему столетие Башкортостана прошло так скромно, но попытки некоторых деятелей сказать, что, собственно говоря, зеленый виноград, ну, типа, мы не очень-то и хотели, чтобы сюда Путин приехал, вот это лукавство. Очень хотели, очень звали, не приехал. Вот, то есть вот если приезд СПЧ это не сыграл в минус, то столетие скорее сыграло в минус. Оно прошло гораздо хуже, чем должно было пройти и чем планировалось. Но ведь оно планировалось еще предшественником Рустамом Хамитовым. Да, но было специальное заседание уже при Хабирове, на котором озвучилось, как это важно для республики, о том, как здесь все будут... Ну, если помните, тогда говорили, что на концерте будут петь... Я не говорю там про ансамбль Файзи Гайскарова, там, Аргымак и так далее, да. Элементарно обещали Алсу и обещали Радика Юльякшина, да, обещали Элвина Грея. И тогда прям сказали, что у него, правда, на этот день намечены концерты в Татарстане, но он точно приедет. Прошло 1,5 месяца, и действительно у Элвина Грея в этот день был концерт в Татарстане, и он не приехал. Ребята, ну, это... Если вы Элвина Грея не можете на свое столетие пригласить, то какой вам Путин? Центр избирком в республике меняет руководство. Буквально в эти дни события разворачиваются. На твой взгляд, вообще на что-то это может повлиять? Или это дежурная смена, я не знаю, привлечение своих кадров? Продолжение вот этой вот смены поколений, скажем? Ну, конечно, может. Это одно из самых откровенных и характерных, скажем так, назначений, учитывая биографию госпожи Макаренко. Поясни, пожалуйста. Ну, человек учился и работал вместе с Хабировым 15 лет. И его, скорее всего, назначат главой Центра избиркома. Это весьма откровенный шаг, это весьма, ну, скажем так, это весьма откровенный шаг. Я сомневаюсь, что мне он кажется неаккуратным, скажем так. Вот, потому что это слишком явно все показывает.
То есть ты хочешь сказать, что выборы у нас могут пройти... Я почему спрашиваю, да? У нас выборы, в принципе, в республике никогда не отличались там особой стерильностью, да? То есть при любом главе ЦИКа они у нас проходили вот так, как надо, скажем, да, некоторым людям. В этом смысле, ну разве нужно что-то еще делать, чтобы они прошли еще более как надо? Ну, вот, скажем так, назначение Сарбаева и назначение Макаренко показывают, что действительно для Хабирова является важным выборы или инвестиции. На этот вопрос он отвечает четко. Для него важны выборы. Ты не ждешь реальных конкурентов вообще на этих выборах? Пока нет. Ага. Ответ моего сегодняшнего дня — нет. Но теоретически после этого возможно. Я не знаю, что должно произойти. Мне кажется, что этого не будет. Ну, может быть... Также в своих публикациях вот еще одна тема, да, которую ты затрагивал, это, конечно, вот история с большим хабком, да, которую начали наши коллеги из ПроУФУ публиковать, в частности, Рамиль Рахматов. В итоге произошел у нас арест бывшего вице-премьера Евгения Гурьева. На твой взгляд, вот, скажем так, это произошло бы в любом случае, вне зависимости от того, кто бы сейчас у нас был во главе региона, или все-таки важно, что вот именно сменилась власть, что пришел Хабиров, и вот это дело раскрутилось? Скажем так, это произошло бы в любом случае при условии смены власти. Да, то есть, да. если бы пришел не Хабиров, кто-то другой, в любом Иванов, случае... Петров, Сидоров. Да, это бы произошло. Вот. И понятно, что здесь, конечно, роль ФСБ, силовиков, она гораздо больше, чем... Вот. Ну, по поводу Гурьева я, в принципе, в своей публикации написал, что, собственно говоря, я 12 октября ждал, что его задержат, там, арестуют. Горбунов хотя бы бежать пытался, а удивительно, что Гурьев все это время сидел, ждал своей участи. Вот не значит ли это, что он, в принципе, считал себя невиновным, Да. и вполне себе... Да, это значит, что он считал себя невиновным. То есть значит ли это, что это дело вполне возможно развалится? Я думаю, что оно не развалится. Почему? Мне кажется, исходя из... Оно может затронуть только более высокопоставленных людей. То есть Гурьев все-таки, получается, исходя из этой логики, он, в принципе-то, исполнял некую волю, да, и сам не был злоумышленником, так что ли? Я не могу здесь выражать прям свою позицию по этому поводу. Ну, скажем так, Гурьев был членом команды. Но его никто в эту команду насильно не тащил. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу, и я благодарю нашего сегодняшнего гостя, обозревателя издания «Правда ПФО» Андрея Иванова. Благодарю всех, кто был сегодня с нами, и до новых встреч. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио Эхо